Илон Маск хочет залезть человеку в мозг. Анонс новой игровой приставки и знакомство с компанией Майтона. В эфире программа о технологиях, инновациях и том, что изменит нашу жизнь в обозримом будущем. Это новости IT. Поехали! А начнем, пожалуй, с искусственного интеллекта. На днях глава Facebook по разработке ИИ и по совместительству профессор Нью-Йоркского университета Ян LeCun довольно развернуто поделился своими размышлениями на тему, как научить искусственный интеллект думать. Он подметил, что, к примеру, ребенок может представить, как выглядят взрослые слоны и их детеныши после того, как увидит всего парочку фотографий, в то время как алгоритмы машины должны просмотреть тысячи, если не миллионы изображений. Подросток может научиться безопасно водить машину, практикуясь пару десятков часов, и понять, как избежать аварии. А вот роботы должны накатать десятки миллионов часов, чтобы смочь просчитать самые разные ситуации. Одним из выходов может стать своего рода общая память, которая будет помогать машинам получать информацию о мире вокруг и постепенно изучать его, черпая в последующем знания с общего сервера. Также, по мнению LeCun, внимание нужно уделить алгоритмам прогнозирования. К примеру, показав одну половину фотографии, интеллект должен научиться угадывать вторую. И тогда, возможно, удастся добиться мыслительных процессов. А Илон Маск тем временем пытается влезть в мозги человека. Молодец. Третьего дня он провел первую презентацию достижений своей компании Neuralink, которая разрабатывает технологии нейроинтерфейсов. Это когда цифровыми устройствами управляют мысленно с помощью сигналов мозга. Показали 3 устройства: нити, идущие к мозгу, чипы, считывающие информацию с этих нитей, и робота, к которому это все подсоединили. Во втором квартале следующего года уже пройдут первые испытания на человеке. До этого, к слову, все тестировалось на крысах. Но пока есть маленькая загвоздка. Чтобы скоммутировать все это дело, нужно сверлить череп. Дыра не маленькая, 8 мм. Но специалисты не унывают, говорят, скоро можно будет обойтись без дрели и проделывать отверстия с помощью лазера. Немного не такое будущее мы себе представляли, товарищ Маск. Но шутки шутками, а как заявляют разработчики, целевая аудитория проекта – это люди с ограниченными возможностями здоровья. Он позволит им полноценно контактировать с обществом, а в долгосрочных планах – телепатическая связь между людьми и симбиоз с искусственным интеллектом. А сейчас свежие вести с российских технополей. В одном из предыдущих выпусков мы вкратце коснулись темы электронных паспортов в стране. И вот на днях вице-премьер Максим Акимов показал, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина России. Как и предполагалось ранее, с виду он будет напоминать современное водительское удостоверение. Но кардинальным отличием станет наличие буквенного и QR-кода. А Дмитрий Медведев и вовсе заявил, что будет снабжен электронным чипом, а также поддержкой мобильного приложения в смартфоне. Правительство учитывает оба варианта: и физический носитель, который можно носить с собой, и мобильное приложение в качестве дополнительной опции. Ноу-хау станет и то, что помимо привычных данных имени, даты и места рождения, данных о регистрации семейного положения, карта будет хранить информацию о все тех же водительских правах, а также СНИЛСе и ИНН. Срок действия 10 лет, а вот что касается безопасности, то по заверениям правительства с этим дела обстоят в разы лучше, чем с бумажным вариантом. Его подделка встанет злоумышленникам в копеечку, и из-за неподъемных сумм спрос на незаконную продукцию резко снизится. Одним выстрелом двух зайцев, как говорится. Да и удобную функцию документ получит от банковских карт. Потеряли и можно заблокировать. Но появится эта функция в конечном варианте или нет, узнаем в следующем году. Именно тогда начнется первая выдача такого рода документа. А срок окончания выдачи бумажных 2024 на днях перенесли на 2022 год. И галопом по Европам о других новостях этой недели. Не успели страны перейти на технологию 5G, как южнокорейский гигант Samsung заявил о старте разработок сетей 6G. Компания сформировала новый исследовательский центр. Задача – обеспечить скорость в терабит в секунду. В ответ на электронные тягачи Илона Маска и Volvo студия небезызвестного Артемия Лебедева представила свое видение беспилотного большегруза. Выпуклое лобовое стекло призвано разделять встречные потоки воздуха, а прозвали головастика «Грузовикус».
Многие СМИ сразу забили тревогу, говорят, что дальнобойщикам впору подыскивать себе другую работу. Но вспоминая знаменитый Yo-Мобиль, рабочий концепт которого в течение 10 лет так и не представили, можно с уверенностью сказать: не переживай, подросток, в ближайшие несколько лет батя без работы не останется и успеет еще заработать тебе на учебу в институте и новую Nintendo Switch, о которой расскажем в конце выпуска. Цифровизацию территорий и свои лучшие IT-проекты 85 регионов вместе с властями страны обсудили на форуме «Лидеры цифрового развития», который проходит у нас в Якутии. Наш регион озвучил как сегодняшние реалии, так и поделился планами на ближайшую перспективу. Если сейчас доступ к широкополосному интернету имеет 80% населения, для этого пришлось проложить 8000 километров оптоволокна, то до 2024-го людей с доступным интернетом должно стать еще на 5% больше. Если недавно в сфере IT работало всего 100 человек, то сейчас 1500. А еще на Якутию приходится 70% всего экспорта IT-услуг Дальнего Востока. Как говорят цифры, направление новых технологий, если и не самое, то уж точно одно из самых динамично развивающихся. И беспроигрышный вариант, с чем связать свое будущее, сейчас перед вами. Друзья, сегодня мы в гостях у крупнейшей IT-компании не только Якутии, но и, наверное, на всем постсоветском пространстве стран СНГ. Мы сейчас находимся в компании Майтона. И нам интервью согласились дать директора этой компании, а именно братья Ушницкие. Ребята, здравствуйте. Здравствуйте. Многие знают уже историю вашей компании, но все-таки для людей, которые не знакомы с Майтоной, вкратце расскажите, пожалуйста, историю успеха от своего первого компьютера и заканчивая сегодняшним днем. Вся история, конечно же, начиналась еще вот в 96-м году, да, может даже еще раньше, да, когда вот только стали появляться первые приставки компьютерные, повзрослев, где-то в 7 классе, да, в 6-м поняли, что, оказывается, их кто-то делает, да. Постепенно стали читать книги, как это создается там, и так далее. И у нас была мечта там, работать в этой индустрии. Да. Когда-то мы программировали, когда-то мы рисовали, когда-то мы даже музыку писали, там, делали видеоролики сами. У нас есть очень такие базовые знания, да. Очень много трудностей было, да. Как-то мы эти трудности не воспринимали себе, да, близко к сердцу. Каким образом попадают к вам в компанию? Вакансия программист, да, художник, 3D-художник, они открыты постоянно. Когда спрашивают, почему у вас постоянно открыта, да, эта вакансия, у вас как текучки или что? Мы ищем талантов всегда. В прошлом году в это же время нас было 400 человек, да. Сейчас уже сколько? 600. Сегодня ровно мы взяли 600 сотрудника. И все очень ответственно, да, относятся к своему труду. Иногда мы сами приходим и всех выгоняем, да, после 6. Да, все, уходите домой. Мы думаем, что если человек работает в Google, да, допустим, или Microsoft, да, или, допустим, в том же Blizzard, мы тогда знаем, что это специалист мирового уровня. И сейчас также, например, если люди знают, что человек работает в Майтоне, это уже считается уже специалист мирового уровня. К ним уже, как сказать, могут обратиться даже с Microsoft, даже с Google, да, что давайте приходите к нам на работу. Открываем стажировку, отправляют очень много людей. Делаем объявление, да, в нашем сайте, да, или в наших соцсетях. Неважно, где ты, да, неважно, кто ты, если ты это умеешь делать, и ты, если делаешь очень хорошо, то ты можешь конкурировать со всеми другими специалистами во всем мире. Помимо Якутска есть филиалы в Санкт-Петербурге, Иваново, Владивостоке, а также еще в других странах, в частности в Новой Зеландии и в Сингапуре. Почему выбор пал именно на Новую Зеландию и Сингапур? Если смотреть, да, часовую зону, Якутск это плюс 9, да, часовая зона называется плюс 9 GMT, да, и получается внизу у нас целый Китай, да, и Юго-Восточная Азия, Австралия и Новая Зеландия. То есть с нами в Якутске каждый день с нами вместе просыпаются новозеландцы, австралийцы, и они вместе с нами проводят весь день, да, и потом вместе даже засыпаем, да, после нашей одинаковой часовой зоны. У нас была такая стратегия, да, чтобы у нас развитие шло по этой часовой зоне, потому что у нас headquarter, да, то есть главный офис в Якутске, здесь у нас мозг, да, и отсюда получается идет все, да, управление всеми проектами, всеми городами. Если не большинство, то очень многие компании, которые развиваются, которые создаются, они так или иначе головное предприятие свое переводят
либо в центр страны, либо вообще в другую страну. Почему вы вдруг решили оставить головное предприятие именно здесь, в Якутске? Во-первых, мы же вот начали, да, всю историю из Якутска. Если у нас головного офиса в Якутске не будет, то мы станем обычным разработчиком игр, которых в мире там сотни, да. И у нас уникум уже не будет. Сейчас мы, например, везде переходим, говорим, что мы якутская компания. Это, ну, для людей это очень интересно. Что необходимо сделать для того, чтобы стать успешным? Как и любой бизнес, это, ну, знать свой рынок, да, знать свой рынок, знать своих клиентов, знать тенденции, да, рабочие процессы, хорошая атмосфера, да, хорошие, понятные правила для людей. Ну что ж, а давайте теперь вы покажете, как у вас здесь все устроено в компании. Это один из офисов в Якутске. В городе их 3, а также открыты в других городах и странах. И, как говорили ребята, штат насчитывает уже 600 человек. Помните, они упомянули о том, что ребята, работающие в компании, сами не хотят уходить домой. А если я вам скажу, что здесь помимо современного и, что немаловажно, стабильно работающего оборудования, для комфорта работы постоянно поддерживается определенная температура и влажность. Чтобы размяться, можно прокатиться на самокате или посетить спортзал. А чтобы разгрузить голову, организована мягкая зона отдыха, где сотрудников ждет большая плазма, игровая приставка и музыкальные инструменты. Прибавьте сюда бариста, который бесплатно сделает какой угодно кофе. Все это нужно, чтобы создать профессиональное развитие и творческий командный дух для решения интереснейших задач. После такого вы сами хотели бы уходить домой ровно в 6 вечера? Сегодня Майтона – одна из наиболее успешных игровых компаний в России и СНГ. С момента ее создания, а именно с 2012 года, запущено 5 крупных фри-то-плей проектов. Все эти игры нашли своих пользователей не только в нашей стране, но и на территории СНГ, а также в других западных и восточных странах. Также, начиная с 2017 года, компания проводит свою собственную конференцию, конкурс Майтона CG Expo. Ребята присылают свои работы в дисциплинах по 2D и 3D графике. Победители получают не только ценные призы. К слову, призовой фонд последнего такого ивента составил 2 миллиона рублей. Конкурс дает еще и возможность продемонстрировать свои способности, найти единомышленников, чтобы в последующем объединить силы и создать нечто еще большее. Наверное, трудно представить, что все это началось 15 лет назад с того, что ребята на своем первом компьютере создали свою первую игру. Но именно с малого начинается что-то великое, и братья Ушницкие, создав Майтону, в очередной раз доказали это правило. А сейчас речь пойдет о том, на чем в ближайшее время можно будет поиграть. Компания Nintendo анонсировала свою новую приставку Switch Lite. Консоль будет без отсоединяющихся частей, нельзя поставить в док-станцию и, о ужас, подключать к телевизору. И это при том при всем, что стоит она всего на пару-тройку тысяч дешевле стандартной версии. После такой новости стулья под фанатами огненным заревом осветили половину планеты. Негодованию не было предела, так как все ожидали улучшенной версии нового поколения, а не обрубка старой. Во-первых, где увеличенное разрешение? 720p в 2019-м – это настолько несерьезно, что дальше некуда. Второе. Идеология Switch была в том, что ее можно использовать и как портативный походный вариант, так и подключать к компьютеру. А называть приставку Switch без возможности вывода изображения на большой экран – это самое что ни на есть отступление в сторону примитивного маркетинга. Из положительных сторон Lite будет работать чуть дольше базовой версии, всего на полчаса. И по-прежнему есть гироскопы для управления движением в некоторых играх. Дата запуска продаж 20 сентября. Стоить будет в районе 16,5 тысяч рублей. Ну а на сегодня все. Повтор программы вы найдете на YouTube-канале Якутия24, а также в Instagram-аккаунте як24.ru. Увидимся ровно через неделю. Всего доброго.